Электричество, как кровь, течет по проводам и питает наш быт. Когда в доме есть свет, мы принимаем это как должное, забывая, что лампочки не загораются просто так. За этим стоит тяжелый труд энергетиков, тех ребят, о которых мы вспоминаем чаще недобрым словом, и только тогда, когда свет в наших домах гаснет. Многие из сотрудников Черноморэнерго в отрасли с незапамятных времен начинали в эпоху расцвета энергетики в Абхазии, восстанавливали разрушенную систему после войны в 90-х годах и сегодня продолжают поддерживать ее жизнеспособность. Один из них – Виктор Леонидович Вершинин, который в энергетике с 1965 года. Начинал он еще в самых первых турбинных залах времен электрификации. Первые впечатления были, когда я попадал в турбинный цех, там две очереди было. Первая очередь это когда она ее делали 1938 года, две машины по 25 мегаватт. Зал хороший, кафель везде и всюду был, ниши для цветов, китайские розы, как помню, в больших катках были. Машины тихо работали, как пчелки, тепло, светло было. А вторая очередь реконструкция, это 50-е годы. Там уже немножко более, как говорят, урбанистическое отношение было. Фермы, но тоже стекла, нужно совсем другое дело. Меньше уделяли внимания культуре производства. Больше там, чтобы мощность побольше была, там подешевле было все это дело. С 92 по 93 год, в период войны, Виктор Вершинин охранял оборудование Ткорачальской ГЭС. Пока его коллега Ривас Абшилаба воевал, Виктор Леонидович снабжал фронт топливом, трансформаторным маслом, которым заправляли военную технику. Стратегическое сырье войны было топливо. Мы начинали, значит, солярка нужна была, но трансформатора на масло опытным путем. Мы разбавляли это масло с солярой 50 на 50 сначала, чтобы машины двигались. А потом соляра кончилась, пошло и трансформаторное масло топливо. Это КАМАЗы, там танки, правда, не заправляли, боялись, чтобы не заправили, да? Ну, я не знаю, может быть, заправляли все, да? Ну, вот это топливо, они слили практически все масло. Это примерно 530 тонн. У нас масла было и в оборудовании, и запас. Все ушло на войну. Ткорачальская ГРЭС – государственная районная электросеть. До войны работала на угле, снабжала город электричеством и горячей водой, а производство паром. Например, бетонный завод использовал пар для осушки столбов. Во время войны в 92-93 годах на территории ГРЭС изготавливали боеприпасы. Противник об этом знал, и поэтому не раз стратегический объект подвергался бомбардировке. Здесь выпускали снаряды для военных, был цех для изготовления этих снарядов. И вот видите, труба. В этом трубе снаряд попал, не снаряд, а ракета. Здесь человек погиб, молодой парень, который работал дежурным монтером. Вот такие вещи у нас происходили. Здесь все бомбили, грузины знают действительно, что здесь производится оружие для военных. Человек погиб, котлы повредились, трансформатор был поврежден. Было сброшено около 13 бомб в этом районе вот здесь. И многие люди пострадали, все это оборудование. Очень много было снарядов спущено здесь. Весь военный год Куарчал жил без света. После 30 сентября выяснилось, что, во-первых, все масло ушло на нужды войны, а во-вторых, что обеспечением работы трансформаторов занималась особая служба, которая приезжала из-за пределов Абхазии. Так была устроена советская система, поэтому местным энергетикам пришлось самостоятельно осваивать новые навыки. Технологический цикл этих всех работ по сушке силовых трансформаторов мы не занимались, когда, значит, в ГРЭСе работали. Приезжали спецорганизации, Ростов-Энерго, Мосэнерго, ну, в общем, специальные. И они занимались этим делом. А так как мы в лаборатории работали, мы проводили контрольные замеры, и весь этот цикл примерно знали, что как, каким чередом идет. У нас электроцех был, ребята подкованные, хорошие, квалифицированные специалисты были. И на свой страх и риск мы, значит,
трансформатор 25-мегаваттный заправили маслом, провели технологический цикл сушки подручными средствами. У нас не было сейчас ни современной установки, ни суховея, ни НФов, ни дегазы, дегационной установки. Мы сушили старым способом. И мы где-то промочились, значит, с января по февраль. Дожди шли, неудобно было все это дело. Ну, что делать, пришлось нам. И где-то в феврале включили мы и подали на Кварчели и на весь район свет. Этот трансформатор был первым, который удалось восстановить. Как рассказывает Геннадий Адлейба, они взялись за ремонт трансформатора на свой страх и риск. Никто из них не знал даже, с какой стороны к нему подходить. Вот этот Виктор Вершин, его руками, его мозгами мы все высушили. И что такое сушить трансформатор, что такое открыть трансформатор, внутри залезть, мне очень страшно было. Даже вот это запускать, когда мы все боялись, что она пройдет с ним, все равно нормально пошло. Так как все масло из трансформаторов ушло в качестве топлива для военной техники, его невозможно было найти нигде. Информацию о его наличии энергетики получали как данные разведки. Нашлось масло только в нижней зоне Гальского района, у местных жителей. В 1994 году поездка в этот край была делом опасным, поэтому доставка трансформаторного масла проводилась как спецоперация. Это у гальцев было. Они запасались, они знали, что война вот-вот начнется. У них все было заготовлено. На бензовозе сам садился, а даже водители боялись туда ездить и привозить, и за рулем тоже боялись. Потому что такое положение было. Бедный глава администрации Руслан, он мне помог с охраной, со мной ездил. С нижней зоны привозили трансформаторное масло. И так запустили город. Сегодня достать трансформаторное масло не проблема. Это обычный расходный материал, но для работы с ним необходима целая лаборатория. Раз в 3 года масло проверяют, так как в процессе работы его изоляционные свойства теряются. С помощью приборов его тестируют по самым разным показателям. На наличие воды, температуру горения и прочее. Химанализ делаем и определяем, насколько масло способно дальше продолжать свою работу. Если видим какие-то изменения, все, сразу бракуем масла, их реанимируют, если возможно. Если нет, то тогда уже, конечно, заменяем масла. Людмила Квиквискири трудится в энергетике больше 40 лет. По ее словам, в Абхазии до сих пор есть трансформаторы, которые работают на советском масле. У нас есть и довоенные масла, такие встречаются еще при советской власти. При Союзе еще были масла. Но сейчас масла совершенно другие, конечно. Тогда были более такие вот насыщенные масла. Такие, видно было по густоте были такие. А сейчас масла совершенно другие. Более такие вот, как водичка бывает, иногда прозрачные. Если вовремя не заменить масло, трансформатор может просто взорваться. Но специалисты четко следят как за маслом, так и за другими показателями работы энергооборудования. Между тем, как бы внимательно не отслеживались нюансы, перегрузка способна погубить любой прибор. Этот прибор показывает давление масла на вводах. Это везде. Это упадет, опасно, она может взорваться в воду. И всегда мы держим, Это посмотрим. тоже давление, да, вы там еще? Это температура трансформатора, мы смотрим. Это выше какой не должна быть температура? 75 уже надо принимать меры. А какие меры будете предпринимать? Или разгружать, или отключать надо. Кварчальские инженеры стали единственной бригадой, способной реанимировать трансформаторы целой ГЭС. Этим они и занимались в первые послевоенные годы. Мы ездили, начали мы, значит, потом маленький трансформатор на Мокве был 4-мегаваттный. С него начали мы, значит, сначала в него восстановили, потом поехали, значит, в Гали, Шишелецкую подстанцию, там тоже делали это дело. Не знали мы никогда, не работали на ГЭСах. Ну и пришлось нам, был такой товарищ Таркил, Саид Родионович. Он пришел к нашему гендиректору, тогда в то время был Хута Сидорович. Надо помочь нам запустить ГЭС, Рицинскую ГЭС. Ну, что делать, что делать? Ну, давайте.
Ну и нас вот человек 4 было. Поехали туда. Все стояло, все мертвое, холодрыга. Неудобно было все это дело. И тихо, спокойно, не спеша, он гидродинамикой занимался, и электрической частью. Параллельно все это дело делалось. Потом на ПСХОГЭС вынуждены были бы, иногда нас забрасывали. С теплотой сотрудники Черноморэнерго вспоминают сегодня своего первого руководителя, который по крупицам собирал и оборудование, и кадры для восстановления энергосистемы республики. После войны нас был такой один из сильнейших, я считаю, в Абхазии инженеров, это Хута Джинджоли. Вот он поднимал энергетику, он, значит, всех ткварчельцев. Основная масса это ткварчельцы были. Ткварчал вообще кузница кадров была. Промышленный город, единственный в Абхазии был. Шахты там, энергетика там, военные заводы там. Наши специалисты были там. Если бы абхазские энергетики не взялись самостоятельно восстанавливать всю систему, пришлось бы вызывать специалистов из-за рубежа и платить им ровно столько, сколько эта работа стоит. Местные же специалисты работали бесплатно. А если бы это все переложить на бюджет нашего государства, то 3 бюджета не хватило. Любая российская бригада приедет сюда, она будет работать не за 20 тысяч, не за 50. Громадные деньги. Вот этот цех, чтобы содержать малые трансформаторы, у нас уходит 12-14 миллионов только на запчасти. Каждый год горит 130-150 трансформаторов по Абхазии. В энергетике Реваз Абшилава с 1974 года и с первых послевоенных дней плечом к плечу с Виктором Вершининым в энергетике абхазской. Высота прожитых и отработанных в отрасли лет позволяет ему делать выводы о том, почему сегодня состояние энергосистемы плачевное. В советское время был уголь, было дрова, газ уже был подведен до ГРЭС-Ткварчел. ГРЭС переводили на газ. И так война помешала. А сейчас все электричество. А нагрузки большие, а провода, линии, опоры, все старое осталось. 60-х, 50-х годов. Как говорит инженер, Сухуму крупно повезло, что при недавней аварии на подстанции на складе Черноморэнерго были запчасти, так как этот объект и так готовили к ремонту. Но чаще всего запчастей в запасе не бывает. Фактически мы занимаемся латанием. Вот авария Дзизария, латали. Ну, все, правда, новое было. Хорошо, что это оборудование было здесь. А если бы не было? То представляете, полгорода, даже большая часть города, месяца 3 света не видела. Пока привезли, бы это все восстановили. А так за 8 дней. Авария на подстанции Сухум-1 показала важность работы отдела, отвечающего за производственную безопасность. Нина Абухова – старший инспектор по промышленной безопасности и охране труда. Больше 30 лет она обучает рабочих энергетиков технике безопасности при работе с высоким напряжением. И каждый случай удара током воспринимает как личную трагедию. И каждый случай вот через себя пропускаешь. Каждый случай думаешь, где я не доработала, что я не так сделала, что мы не довели до его. Вот посмотрите, сколько плакатов, сколько у нас вот все создается для того, чтобы 2 ногами вышел на работу и 2 возвратился целым, невредимым, в семью пришел. Мы здесь 3 человека, целые отделы или целые институты работают над тем, чтобы этого не случилось. В одно время было, после развала Союза сокращали инженеров ПТБ, но опять возвратили их, потому что без этого невозможно. В советское время, если в процессе работы энергетика ударяла током, виноват был начальник. Сегодня вина делится и даже вычисляется процент ответственности. По мнению Нины Абухба, так правильнее. Я, например, считаю, что сейчас правильно, потому что раз обучили мы человека, да, сдал экзамен, прошел все инструкции вовремя, прошел периодический инструктаж. Если начальник его допустил к работе, значит, он должен быть за себя тоже какую-то ответственность нести. Не относиться расхлебанно, иметь внимание. Так просто с улицы никогда не допускают на опасную работу. Абсолютное большинство аварий в электросети из-за перегрузок, говорят специалисты. Энергетика не успевает за развитием экономики. Население налаживает производство, обустраивает быт, и все это на электричестве. Но энергетика должна не гнаться, а работать на опережение. Мы
не можем угнаться, так честно сказать, за нашей, хоть и медленно растущей, но экономика все-таки растет, люди развиваются, люди гостиницы строят, люди дома строят, люди там многое что строят. То есть уже пропускная способность не так. Ну вот меняют ребята, но они-то рассчитаны были там на 120 квадрат в советское время. А мы уже поставили 400 квадрат и не хватает. Надо строить линии, надо строить, хотим мы не хотим, такие подстанции, как Ткварчал-ГРЭС, если Абхазия хочет иметь свет хороший, и народ, чтобы доволен был. Однако все 27 лет инженеры Черноморэнерго только и делают, что латают дыры. Реанимируют и протезируют, если говорить образно, еле живую энергосистему. Не дают ей умереть, прикручивая к старым проводам новые, но тем самым сокращая жизнь свежим деталям. Вот видите, первые звоночки были сейчас, вот сгорела у нас в Сухуми 1 подстанция. Не равен час, и где-то еще что-нибудь грохнет в этом плане все. А это все знают, что надо делать. Менять надо оборудование, все. Оно все уже износилось. Мы как-то латаем, то там сделаем, где-то новое поставим. А старое остается, это старое губит и новое оборудование. В Гудауте ситуация с электричеством практически такая же, как и во всей стране. Несмотря на то, что большая часть оборудования в городе заменена, аварии случаются. То из-за неисправностей в трансформаторах, питающих город, то из-за перегрузок в сети. Алло? Здрасте. А где это? Сейчас я скажу, как его, электрикам, они приедут. Подобные звонки зимой поступают в диспетчерскую Гудаутского отделения Черноморэнерго десятками в сутки. Расстроенные, гневные и даже бранные слова приходится выслушивать операторам. Ой, господи, как обзывают, это вы не представляете. Но мы как можно, мы не грубим, правда. Но некоторые эти абоненты, они вообще вежливо так говорят, аж приятно. А некоторые, правда, ругаются. Ну, послевоенно, конечно, тяжелее чуть-чуть было, но все люди нас понимали. А сейчас какие-то нервные люди стали. Ну, мы только им скажем, электрикам, они пойдут починят. Но они должны нам высказаться. Вы скажите старшим. Но мы с Луизой работаем уже лет 20, наверное, здесь. Сидим, никак не уйдем. Как рассказывает Раиса Анквап, люди требуют, чтобы свет включался через мгновение после их звонка в диспетчерскую. Но так не бывает. Зачастую аварийная бригада уже в курсе поломки и находится в пути к месту аварии. Выходных дней у энергетиков нет. Бывают только дежурства. Иногда они выпадают на праздники. Но в Новый год в Гудауте дежурит начальство уже много лет подряд. Дежурим мы до 12, пока все не успокоится. Каждый год графики я дежурю. Не даю немножко ребятам, чтобы они это самое. Не потому, что они не справятся. Просто ответственность беру всегда на себя. Игорь Лабия в энергетике с середины 70-х годов, поэтому члены его семьи давно привыкли, что в самое сложное время его нет дома. Второй дом для него, да и для всех гудаутских энергетиков, их база. По словам директора филиала Черноморэнерго, единственное, что он хочет успеть на своем рабочем месте – привести в порядок это здание. Когда я пришел на работу, я когда сравниваю, это потом успокаиваюсь. Потому что когда я пришел, ни стекол, ни двери, там все. Они, когда я пришел, те, кто работает, вот эта комната только была сухая. Чтобы отремонтировать здание, да даже просто застеклить все окна и освежить помещение, нужны деньги. Но откуда их взять, если они их не зарабатывают? Ведь собираемость оплаты за свет мизерная. Вот те пенсионеры, которые получают российскую пенсию, вот они платят стабильно ежемесячно. Вот дай бог им долго жить. Вот пока они получают, вот мы держимся на пенсионерах, у меня такое ощущение. Потому что они все стабильно платят. Ну, и же вот получили пенсию и бегом сюда. Конечно, есть злостных неплательщиков много. Много злостных. Ну, с ними я не знаю как. Это уже на ихней совести. Пользоваться светом и не платить, я не знаю, это в нашем 21 веке это даже не верится. Все на свету держится, я даже не понимаю, как можно, вот ты пользуешься светом и не платишь, и даже не считаешь нужным платить.
Как рассказывает Игорь Лабия, был период, когда стали повсеместно устанавливать счетчики. И тогда увеличилась собираемость, да и люди начали экономить свет. И вот там, где мы это сделали, и оплата пошла 100%. Ну, не каждый месяц, мы давали 2 месяца, потом, и если не платили, отключили, дистанционно и так далее. Вот это в начале 2008 года первую подстанцию мы поставили, и один район охватили с этого трансформатора. Там было даже 30% потребление уменьшилось, потому что люди начали открывать лишние лампочки, там, потому что это они знали, что если это не будет оплата, не так. Но спустя время счетчики стали выходить из строя. Люди не стали менять их за свой счет, и система, которую намеревались наладить энергетики, рухнула. Как говорит Игорь Лабия, чтобы повсеместно внедрить приборы учета, следить за их работой и получать от этого выгоду, необходимы огромные стартовые вложения. По словам энергетиков, вся проблема в том, что государство не до конца осознает всю серьезность положения в энергетической отрасли Абхазии. В правительстве нет технических склада характера ребят там, то есть которые понимают, что это такое. Потому что в любом случае нужен какой-то лоббист в правительстве. А так такого не было. Когда был Сергей Васильевич президентом, вот тогда, в тот период, мы как раз приобрели всю технику, все оборудование, которое помогли, и транспорт приобрели, все это дело, все. Хотя вроде то же самое было. А как он ушел, помаленьку началось это все уходить. Вроде неплохие гендиректора у нас были, но так как там наверху не было у нас подпорки, ну, это самый, который бы помогал в этих делах. Так оно и пускалось все это дело. Я уже не сетую на то, что тариф у нас низкий, ну понятно, у нас жизнь в этом плане, зарплаты не такие, все это дело, поэтому все. И не выплата, все. А вот так вот. Не было в правительстве понимания того, что энергетика – это главный движущий фактор любого государства. Вот и все. Спасение энергетики в руках самих энергетиков, говорит Виктор Леонидович, и вспоминает, как в 90-е годы в России решался вопрос неуплаты за свет. Я помню, даже и военные части отключали, которые стратегически были все. До этого доходило, отключали. Я еще удивлялся, ну как это можно? А вот так вот. Ну, волевым решением, силовым решением все-таки энергетика восстановила свои права. Ну, естественно, конечно, все это ложится на плечи народа. Тариф, все это дело поднимается. Там киловатт-час, там 3-4 рубля стоит, ну 2-3, вот так вот рубля. А у нас 40 копеек. Несмотря на проблемы, которые испытывает энергетика Абхазии сегодня, специалисты считают, что эта отрасль перспективная. По Абхазии потеря электроэнергии у нас, если мне память, где-то около 30 миллионов киловатт мы теряем на наших речках, если ГЭСы построить. Это громадное количество электроэнергии. На экологию сейчас, так сказать, чтобы она повлияла, это одна из чистейших добыч электроэнергии, это ГЭС. Если там подойти правильно, там насчет экологии вы говорите, то есть рыба, там сделать отводы, проходы, чтобы рыба шла на нерест и все, а так экологически ГЭСы самые чистые и самые надежные. Не хватает только денег, говорят энергетики. Силы, знания и молодые кадры есть. Я очень доволен тому, что у меня есть такие ребята. Это примерно с 2008-2009 года. Первые звоночки у них были пару ребят. Зуба, Паша был, потом Хаджарат Гулия. Это первые звоночки были. Я очень заинтересован был, потому что мы в этом плане уходим. Опыт надо передавать. С собой не возьмешь. Я это очень большое внимание уделял этому делу. Старался уделить, потому что я знаю, что подготовишь, то и получишь. И мне сейчас в этом отношении намного легче работать. Сейчас я уже, так это немножко дирижирую, а основная вся работа лежит на этих ребятах. Герман Кочерава – заместитель начальника Ткуарчальского филиала Черноморэнерго. Выбор профессии встал перед ним в 2011 году. К этому вопросу, по его словам, он подошел прагматично. Как-то, когда я поступал, тогда
гудело по всей Абхазии стройка. Кто-то детские сады там строили, школы строили. И как-то подумал, но у меня мать моя энергетик, тетя моя энергетик, брат двоюродный, мы как-то, как шутят, потом вы как этот подряд взяли, семейный подряд Черноморэнерго. И чему говорю, вот эти вот мои старшие как-то посоветовали пойти в энергетику. И вот я поступил в АГУ в 2011 году. Факультет был агроинженерный, но специальность энергетические системы в то время называлась. По словам Германа, все, что он знает и умеет сегодня, это то, чему его научили старшие коллеги, ветераны абхазской энергетики. Все, что я знаю, это от тех самых ветеранов, которые сегодня работают в энергетике. И я очень сильно благодарен за это. Хочу пожелать здоровья, чтобы у них все было хорошо, им всего самого доброго, чтобы у них в семьях всегда горел хороший свет с хорошим напряжением. Хорошее напряжение, бесперебойное электропитание и справедливую благодарность за труд желают друг другу энергетики, не теряя веры, что все это возможно в Абхазии когда-нибудь. В первую очередь они надеются на то, что электричество в республике перестанут воспринимать как воздух или солнечный свет, которые гарантированы нам самой природой. Электричество – это продукт производства, в который нужно вкладывать на этапе выработки и оплачивать в процессе потребления. Марьяна Котова, Сасрыква Гухава, Абаза ТВ.